Добрый день, уважаемые соотечественники, друзья и слушатели. Сегодняшняя тема – туркменский диктатор и его реклама. С началом 2021 года политика туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова меняется в сторону рекламы. Он все более рекламной становится с целью, показать миру, что лицо диктатора – это значит спортсмен, это значит поэт, это писатель, это такой всемогущий, типа, как он себя объявил, уже пророк туркменский. Но это зачем делается? Затем, чтобы уже такого, чтобы невозможно реабилитировать такого преступника, ничем невозможно оправдать его. И это делается с той целью, чтобы показать миру, что это не так, он не преступник, он поэт-писатель. Он композитор, он такой мачо, ездит на крутых машинах, значит, он там кидает ножи, и он проводит учения, спортсмен он такой великий. Но на самом деле ничего такого нету. Он никогда не был спортсменом, никогда. И то, что он кучкуду повторяет, петь, это он показывает свое недостижение. Он мечтал об этом, но не мог достичь. А сейчас награбил страну, а теперь он может бестселлеры петь, да? Кто ему это устраивает? Приводите его сюда, пусть сядет он за пианино и споет хотя бы одну песню нормально. Что ты делаешь, Бердымухамедов? Ты кто такой вообще, чтобы до такой степени позорить страну и нацию туркмен? Тебе пора уходить, и давно пора. Вот в связи с этим, дорогие друзья, я подготовил короткий анализ ситуации вокруг туркменского диктатора и более такие яркие моменты с участием политиков мира и известных людей, с именем Бердиева, Бердымухамедова. Сейчас я вам его зачитаю, этот текст. Диктатор Гурбангулы Бердымухамедов начал 2001 год с рекламы. В его повестке дня нет ничего для решения насущных проблем страны и народа. Например, что сделало правительство Туркменистана, управляемое Гурбангулы Бердымухамедовым, для нормализации конвертации манатов в доллар? Ничего. С начала 2021 года курс доллара вырос с 32 до 40 манатов. Иногда его опускают до 36-38, но это манипуляция рынка. Это тоже управляемая манипуляция. Скорее всего, в этом есть рука и режима. Фактически национальная валюта Туркменистана полностью девальвировала. Его реальный обменный курс может составить 112 манатов за доллар. Туркменское правительство с его сумасшедшим лидером понятия не имеет ни об экономике, ни о политике, ни о законах. На месте экономики коррупция, на месте политики лисья логика абсурда, хитрость, обман. А на месте прав человека тюрьма. Замечает ли эту истину за границей? Да, примером может служить китайское руководство.
В своем выступлении 5 апреля 2021 года он попросил президента Туркменистана уйти в отставку. А граждане Туркменистана должны переехать в Уйгурский автономный район Китая. Это тоже непонятно, понимаете? А там уйгуры как живут сейчас? Их кастрируют, сажают в тюрьму. А что, туркмен тоже туда надо переехать, чтобы испытать то же самое? Вопрос непонятный. Во-вторых, президент Российской Федерации также якобы рекомендует господину Бердымухамедову уйти в отставку. Но я нигде не видел этого утверждения. Сам не видел, не читал своими глазами. Поэтому я не могу предположить, что это правда. После этих атак туркменский диктатор решил показать свою силу и пригласил на бой чемпиона мира ММА. В интернете есть история о том, что чемпион мира Нурмагомедов принял вызов Гурбангулы и ответил, что он постоянно тренируется и находится в хорошей форме. Готов принять бой с Гурбангулой Бердымухамедовым. Это и смешно до абсурда просто. И обсуждаемая тема дебаты между Гурбангулой и президентом Кадыровым. Теперь давайте объясним факты. Почему Си Цзиньпин должен требовать отставки президента Туркменистана? Это только для того, чтобы показать миру, что есть некий Гурбангулы, и он должен уйти в отставку. Почему это предлагается руководством Китая? Потому что это тем самым показывает геополитические интересы Китая. Более того, этим заявлением он обращается к миру с желанием заменить туркменского диктатора. Вот я тоже буду участвовать, типа, но вы про нас не забудьте. Вот о чем, что означает это выступление руководства Китая. Это на мой взгляд, конечно. Кроме того, китайский лидер напоминает: примите во внимание интересы Китая там, в Центральной Азии. Да, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Китай, и это тоже показывает, что это наши интересы там находятся. И на примере Туркмении, потому что Туркмении 100% разработка месторождений газа по контракту передана Китаю. Правда ли, что российский президент просил об отставке Гурбангулы? Я считаю, если это так, то чтобы обратить внимание на Гурбангулы, что он не друг Кремля. Мол, вы можете его забрать. Опять это в защиту этого Гурбангулы, если там сказали тоже уйти в отставку. Пример чемпиона мира Нурмагомедов, Кадырова, это они хорошие спортсмены и известные люди мусульманского мира, эти личности, один и второй. И здесь, я думаю, работа ведется с согласия. Они тоже, которые окружает Бердымухамедова команда, показать хочет миру, что он контактирует с известными людьми, они его почитают, они с ним будут бороться. Ну и смешно, и это неправда. Какой там борец, какой там спортсмен, он никогда... Гурбангулы Бердымухамедов никогда в жизни не был спортсменом. Никогда в жизни никакого отношения не имел к спорту. Да. И, конечно, здесь, я думаю, работа ведется в согласии. Я повторюсь.
мотив, чтобы подчеркнуть политическую фигуру Бердымухамедова, его значение в мусульманском мире, типа. Он не совсем такой диктатор, он хороший, он композитор, значит, он певец, он спортсмен. Ну, короче, мачо, да. Без него невозможно обойтись, типа. Курбангулы Бердымухамедов тем самым цепляется за последнюю соломинку. Это все его лисиная политика, вот это все, вот это, то, о чем мы здесь говорим. Это он вот эту игру ведет и цепляется за соломинку, чтобы обелить себя, чтобы мир любил и прощал его преступления. Таково понимание самого диктатора Бердымухамедова. А вывод? Какой вывод? Вы, в кавычках, уважаемый во всем мире диктатор Туркменистана Гурбангулы, ваше время истекло. Ты переступил черту между нормой права и преступления. На правовом поле нет для тебя места, ни одного квадратного метра. Ты преступник. Вор ты. Ты не имеешь ни малейшего понятия морали. Твоя путь в Зандан. Мы, туркмени, не хотим жить в твоем абсурде. Гурбангулы Бердымухамедов, ты уходи с поста президента Туркменистана. Уважаемые слушатели, соотечественники и друзья, вот о чем я сегодня хотел до вас довести. Значит, тему «Туркменский диктатор и его реклама». Суть такова, что Бердымухамедов цепляется всевозможными и невозможными способами, чтобы остаться у власти в Туркменистане. Если сам уйдет, то хотя бы сына хочет оставить. Но я раньше говорил в своих выступлениях, что его сын сделан из теста диктатуры и коррупции. Ему тоже нет места быть лидером туркмен. Весь Тохум, Гурбангулы, твой должен уйти. Не только с поста, из Туркмении. Потому что вы столько преступлений совершили перед народом. Вас никто не отмоет. Идите отмывайтесь в другом месте. Для вас нет места в Туркмении. Уходите. Вот. Уважаемые соотечественники, до следующих встреч в эфире. Спасибо, что вы меня послушали.